Продолжаем дополнять информационную картину вторника. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, коротко о темах. Якутянки во все времена славились жизнелюбием, терпением и мужеством. Женщины принимают поздравления с 8 марта. Спортсменка, комсомолка и настоящая активистка. Расскажем о женщине, для которой пенсия – это не повод сидеть без дела. Завершился республиканский турнир по национальной борьбе Хапсагай. Озвучим имена чемпионов. Сегодня Международный женский день. От имени руководства Республики женщин поздравил глава Айсен Николаев. Якутянки во все времена славились жизнелюбием, терпением и мужеством. У народов Якутии в нашем суровом климате женщина, мать, всегда главный источник тепла и душевного спокойствия. Мы, якутяне, признаем великую роль матери не только в жизни и судьбе отдельного человека, но и в развитии всего общества. 2022 год в Якутии объявлен Годом матери, отметил глава. Ну и в этот замечательный день в Якутске родились два малыша. Об этом нашему телеканалу сообщил акушер-гинеколог перинатального центра Роман Юдин. В год матери, объявленной главой республики, на свет появились 637 детей. В марте этого года родились 108 детей. Если взять показатели прошлого года, то более 6 тысяч женщин родили 6040 детей. В этот светлый праздник хотелось бы пожелать счастья, добра и, конечно же, здоровья всем женщинам. Цветите и пахните. Продолжайте нас радовать. Я родила его 4 числа. Он у меня 3-й по счету, долгожданный, самый любимый. Для меня в год матери это большая честь, что я родила. Я стала многодетной мамой. Я очень счастлива этому событию. Поселок Беркакит Нерюнгринского района в феврале этого года отметил свой 45-летний юбилей. Более 30 лет отдала развитию спорта и общественной работе Людмила Игнатьева. О комсомолке и спортсменке наш следующий сюжет. В сентябре 1981 года Людмила Игнатьева приехала из города Шилки в поселок Беркакит. И одновременно с трудовой деятельностью на железной дороге началась ее бурная общественная и спортивная жизнь. В то время ее окружали такие же энтузиасты. Поэтому жители поселка активно занимались туризмом, теннисом, вольной борьбой, волейболом, баскетболом, футболом и стояли на коньках. После выхода на пенсию Людмила Игнатьева возглавила Совет ветеранов железнодорожного узла Беркакит. Оказывает большую помощь больным и инвалидам, ответственная, неравнодушная, заботится о каждом. Остро реагирует и близко принимает к сердцу все возникающие проблемы поселка, неугомонная, и нам не дает отдыхать. На нее всегда можно положиться. Неравнодушие к поселковым проблемам толкает Людмилу благоустраивать поселок своими руками и привлекать к заботе детей. Как только ребята видят ее на улице с инструментами, то в одно мгновение образуется целая команда, готовая красить, убирать, чинить и строить. Не забывает Людмила Владимировна и про отдых. По выходным возит детей в бассейн, на каток, зимой в лес на лыжах, летом на сплавы. Самая большая моя работа с детьми. Я просто не могу без детей жить, они меня окружают постепенно. Вот уже 4-5 лет исполнится, они уже бегут, увидят меня и говорят: тетя Люда, вам помочь? Тетя Люда, вам помочь? Они мне помогают в сквере, благоустройство сквера. Сквер имени Владимира Бочкарева был обустроен усилиями Людмилы Владимировны и ее помощников. Теперь возле дома, где установлена мемориальная доска, посажены деревья, выложена брусчатка, а летом территорию украшают цветы. Многочисленные турниры, культурные мероприятия, забота о ветеранах войны, комсомольские огоньки. Говорить о деятельности Людмилы Игнатьевой можно много. И на этом она не собирается останавливаться. Идем далее. Владимир Путин объявил о новой выплате для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет включительно.
Об этом президент сообщил в поздравлении с Международным женским днем. Владимир Путин уточнил, что мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Президент напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до 7 лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля. Соцпенсии получают люди, которые не имели возможности наработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. После индексации с 1 апреля на 3,4% средний размер такой пенсии составил 10 200 рублей. После индексации соцпенсия в среднем вырастет на 800 рублей. Также вырастет размер выплат по государственному пенсионному обеспечению. Они назначаются отдельным категориям граждан: военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны. Дополнительные меры поддержки и агрокомплекса готовят в России. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Подготовлены предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Дополнительно прорабатываются меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста потребительских цен, говорится в сообщении. Также планируют выдавать дополнительные субсидии для льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ, финансирования льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 миллиардов рублей. В Мирлинском районе проблем с товарами первой необходимости не предвидится. Склады торговых предприятий заполнены продовольствием в достаточном объеме. Об этом сообщил Роберт Муртазин, начальник управления по предпринимательству и инвестиционной политике. Оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка ведет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости. Сообщить о случаях необоснованного завышения цен можно по горячей линии Госкомцен. С полным списком для обращений можно ознакомиться на сайте. В целом по Мирлинскому району ситуация с ценами и запасами продовольственных товаров стабильная. Дефицита товаров и ажиотажа со стороны населения не наблюдается. В настоящее время торговые предприятия осуществляют сезонный закуп товаров до закрытия зимника. Нами ежедневно мониторится ситуация с ценами и запасами продовольственных товаров. Информация оперативно направляется в республику. Таким образом, считаем, что оснований для паники нет. А в случае каких-либо изменений администрация района будет в оперативном порядке информировать население через средства массовой информации. Между тем, военная спецоперация в Украине продолжается. Свое отношение к решениям президента Владимира Путина нам озвучили жители Нерюнгри. Быстрее, чтобы все это кончилось, чтобы не было нацизма, чтобы люди жили спокойно под мирным небом. Поддерживаю мир во всем мире. И, в принципе, тут добавить-то больше и нечего. Нерюнгринский район за мир во всем мире. Мы поддерживаем нашего президента Путина. Мы живем в такой многонациональной стране и желаем только добра и мира. К другим темам. В Якутске начался трехмесячник по санитарной очистке и подготовке города к весенне-летнему периоду. В ближайшее время силами службы эксплуатации городского хозяйства будет произведен сброс снега с крыш многоквартирных домов и вывоз снега и наледи из дворовых территорий, а также с улиц, скверов и площадей. Жильцам частного сектора напоминаем, что запрещается складирование снега вдоль улиц, а также вывоз его на ледовые поверхности водоемов, а также вывоз снега и наледей в места, не предназначенные для его складирования. К нарушителям применят меры административного воздействия. Здесь особое внимание, наверное, жильцам надо обратить внимание на объявления, которые висят на сегодняшний день в многоквартирных домах, чтобы не ставили машины, когда указанные даты будут проводиться сброс с крыш снега, и не выпускать детей играть без наблюдения старших в такие территории. Для жителей частных секторов на сегодняшний день через управу выдаются талоны для вывоза снега. Абсолютно бесплатно принимается на полигоне снега 50 лет Советской армии. Для управляющей компании там чуть-чуть другая схема.
За 2 года Мирнинское управление автодорог отремонтирует дорожное полотно федеральной трассы Вилюй протяженностью 17 километров в сторону Ленска. С управлением подписали государственный контракт на сумму 1 миллиард 450 миллионов рублей. Средства предназначены для капитального ремонта дорожного полотна участка трассы Ленск-Мирный. До октября следующего года управлению предстоит отремонтировать участок дороги в границах федеральной трассы Вилюй. В этом году управление трудоустроит дополнительно около 80 человек. Требуются механизаторы, дорожной техники, экскаваторщики, бульдозеристы и водители. В настоящее время работают примерно 800 человек. То есть он пройдет поселок Алмазный, далее сворот на Ленск и 7 километров в сторону Ленска. Далее, что будет сделано, что будет интересно, это освещение на территории поселка Алмазный, где проходит дорога Вилюй, будет выполнены работы. Далее это будет кольцевое движение на развилке между двумя дорогами, направлением дороги Вилюй, Ленск и Якутск и примыкание дороги Анабар. У православных христиан начался самый длинный и строгий Великий пост. В течение 40 дней верующие должны воздержаться от употребления белковой пищи – молока, яиц, мяса и рыбы. Но для жителей Севера в пищевом уставе сделано послабление и разрешено употреблять в пищу рыбу. Но все же предпочтение в эти дни отдают крупам, овощам и фруктам. Кроме того, принято воздерживаться и от посещения увеселительных заведений, проведения торжеств и праздников. В храмах в эти дни проходят особые службы. Великий пост – это один из 2 периодов подготовки к одному из главных праздников – Великой Пасхи. Великий пост – это время более глубокой молитвы. В эти дни в храмах идут особые, ни на что не похожие службы. Вот, например, с сегодняшнего дня и до четверга по вечерам в храмах, вот в Преображенском соборе в 18:00 совершается чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. А в воскресенье ближайшее, первая неделя Великого Поста, заканчивается, воскресенье называется торжество православия. Вот в этот день совершается особый чин торжества православия. И о спорте. Ларион Андреев из Хангаласского района и Евгений Алексеев из Усть-Алданского района победили в республиканском турнире по национальной борьбе Хангалас-Хапсагайга. Соревнования проходили в Покровске. Всего за 2 дня медали и призы завоевали 35 спортсменов в разных весовых категориях. В абсолютном первенстве в весе свыше 75 килограммов победу одержал Евгений Алексеев. Во второй день в весе до 75 килограммов чемпионом стал Ларион Андреев. Президент районной федерации борьбы Хапсагай Вячеслав Нестеров вручил чемпионам сертификаты на 400 тысяч рублей. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.